Социальные предприниматели Коми могут получить финансовую поддержку на развитие своего дела, а именно гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Однако помимо заявки на получение такой поддержки, участникам обязательно необходимо пройти обучение по созданию и развитию социальных проектов на территории Коми. Программа стартует уже завтра, 16 июля, в Центре развития предпринимательства «Мой бизнес». И сегодня в студии со мной Халиминдик Виктория Борисовна, замминистра экономического развития и промышленности Коми. Она расскажет о деталях грантовой поддержки и в целом про социальное предпринимательство. Виктория Борисовна, здравствуйте. Расскажите для начала, кто же такой социальный предприниматель, как им стать и какую поддержку он может получить от государства? Статус социального предпринимателя регламентируется федеральным законом номер 209. К социальным предпринимателям относятся 4 категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Первая категория – это субъект малого и среднего предпринимательства, который нанимает к себе социально незащищенные слои населения. Второе – это субъект малого и среднего предпринимательства, который оказывает услуги социально незащищенным слоям населения. Ну, это, например, парикмахерские для пенсионеров или какие-то центры дополнительного образования для людей, имеющих ограничения по здоровью. Третья категория – это субъект малого и среднего предпринимательства, который реализует товары и услуги, которые производятся социально защищенными слоями населения. И четвертая категория – это субъект малого и среднего предпринимательства, который оказывает полезные услуги для населения, то есть решая при этом какие-то проблемы населения. Если говорить о мерах соцподдержки, какие новые меры появились в этом году? В этом году вот у нас как раз новая мера поддержки – это предоставление грантов для субъектов социального предпринимательства. И размер гранта составляет от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. И для того, чтобы социальный предприниматель мог получить грант, ему надо обязательно отвечать следующим условиям. Первое, это получить статус и зайти в реестр. Второе, пройти, как вы сказали, обучение. И третье, иметь собственные средства для софинансирования проекта в размере 50%. Еще новые меры поддержки у нас. Большое внимание мы уделяем самозанятым. Самозанятый может получить на льготных условиях займ в микрокредитной компании Республики Коми от 50 до 500 тысяч рублей под учетную ставку процента Центрального банка. Наверняка субсидии можно потратить на определенные цели. Расскажите об этом подробнее. Субъект малого и среднего предпринимательства, получивший статус социального предпринимателя, может потратить только субсидию строго по целевому назначению. Первое – это аренда помещения или ремонт помещения, оплата коммунальных услуг, аренда оргтехники, ну и техническое присоединение к электричеству, к водоснабжению. Какие же планы по малому и среднему предпринимательству на ближайшее время в Коми? В Республике Коми функционирует автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства», которая оказывает комплекс услуг, начиная от консультаций физических лиц и консультаций самозанятых предпринимателей по различным программам. Это и программы, связанные «Как начать бизнес». Физические лица, как правило, приходят за такими консультациями. Это обучающие программы для предпринимателей, находящихся на разных стадиях развития, как начинающих от подготовки бизнес-плана, создания проектов, до подготовки уже бизнес-плана, связанного с развитием проектов и привлечением дополнительного финансирования. Центр «Мой бизнес» является единым окном для оказания услуг поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, она также представлена и микрокредитной компанией Республики Коми, которая предоставляет на сегодняшний день 11 видов займов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для самозанятых. Это и лизинговая компания, которая на сегодняшний день имеет 4 вида поддержки лизингополучателей. Это и гарантийный фонд, который также может... Если предприниматель обращается за кредитом, гарантийный фонд может предоставлять поручительство за этого предпринимателя. Спасибо, Виктория Борисовна. Напоминаю, что в студии была замминистра экономического развития и промышленности Коми. Малым и средним предпринимателям мы, конечно, желаем удачи в получении грантов.